День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. И сегодня мы подводим итоги этого непростого, но в то же время интересного и насыщенного 2021 года. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 2021 стал вторым и очень хочется верить последним годом пандемии коронавируса. Пережить опять пришлось многое. И стабильный рост заболевших, и локальные локдауны, и введение QR-кодов. Но все-таки вакцинация, к которой так призывали власти всех уровней, дала свои результаты. К концу года стало наблюдаться устойчивое снижение числа ежедневно заболевших. А в стационарах преимущественно проходят лечение люди, по тем или иным причинам отказавшиеся от прививки. Очень неприятный сюрприз под конец года появился из Африки – штамм омикрон. По мнению одних ученых, это может привести к новому витку пандемии. По мнению других, может стать панацеей от COVID-19, так как на настоящий момент отмечается, что заболевшие штаммом омикрон переносят болезнь в более легкой форме. Ну, как говорится, поживем увидим, но уже однозначно можно утверждать, что здравоохранению в следующем году предстоит еще один серьезный вызов. Ну а лето 2021 года запомнилось не только якутянам, но и всему миру сильнейшими лесными пожарами, которые охватили всю республику. Сотни очагов возгораний, миллионы гектаров сгоревшего леса, дым, заволакивающий все вокруг и затрудняющий дыхание. Смог мешал дышать людям и животным и в прямом смысле останавливал жизнь. Из-за плохой видимости не летали самолеты и не ходили паромы. Сложно стало ездить даже на машинах. Все подробности бедствия, охватившего Якутию, в сюжете нашего корреспондента Юрия Осипова. Разгар лета, но на улицу сложно выйти не только из-за жары, но и смога, который окутал всю республику. Количество вредных веществ, содержащихся в воздухе, превышало все допустимые нормы. За считанные дни Якутск возглавил рейтинги самых загрязненных городов мира. Маски, ставшие защитой от одной беды – коронавируса, становятся вдвое важнее. Ведь без них дышать на улице просто невозможно. Резко увеличилось количество обращений в скорую помощь. Основная причина – отравление угарным газом. В первую очередь у людей с хроническими заболеваниями идут нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Это может быть повышение артериального давления, какие-то перебои в сердечном ритме, нарушение дыхания, одышка, вот такие вот. Обострение хронических заболеваний, аллергических, например, бронхиальной астмы. Лесные пожары не редкость для Якутии. Пожароопасный сезон, начинаясь в конце весны, порой заканчивается далеко за осень. Этот год не стал исключением. Но площади, пройденные огнем за это лето, невозможно сопоставить с прошлогодними показателями. Ведь они превышают их во много раз. Информация о первых пожарах стала поступать в начале мая. Сначала основными причинами были несанкционированные сельхозпалы. Но действительно пугающие масштабы бедствия начало обретать летом из-за сухой и жаркой погоды, которая держалась очень долго. Из-за самого жаркого и засушливого лета за всю историю метеонаблюдений лесные пожары охватили колоссальные площади тайги, нанесли ущерб экологии, сельскому хозяйству и, конечно, самочувствию людей. Видимость никакая. Это буквально поставило жизнь якутян на паузу. Сложно как покинуть республику, так и перемещаться по ее территории. Из-за сильной задымленности паромы перестают ходить, и раз за разом откладывается вылет очередного самолета. Машины и те передвигаются с трудом. Передвижение по межмуниципальным дорогам стало просто-напросто опасно. Местами огонь горит буквально у обочины. В разгар лета якутяне стали собираться, чтобы помочь районам, в которых была наиболее сложная ситуация с пожарами. В первую очередь Намский и Горные Улусы. Сначала добровольцы собирались стихийно. Организовывались группы в мессенджерах, в которые и начали стекаться люди. Чуть позднее был организован добровольческий штаб, где концентрировались как добровольцы, так и необходимое для них снаряжение. К массовому движению стали присоединяться все остальные. Помощь стала приходить и из-за пределов республики. В Якутию стали стекаться волонтеры со всей страны. Эта огненная ситуация нас сплотила.
Вот. И одним фронтом мы начали больше понимать, скажем, не только друг друга, но еще и наше окружение. То есть и лес, и тайгу, и обитателей нашего леса. Несмотря на все прилагаемые усилия, огонь продолжает распространяться. Огонь захватил леса практически по всей Якутии. В республике вводится режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Так лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе Бяскёль. Очень много домов сгорело. 34 дома – это очень много. Там квартир было много. Домашние животные тоже много пострадало. За весь пожароопасный период зарегистрировано более 1500 пожаров. Огнем пройдено около 8 миллионов гектаров. Дым от пожаров в Якутии вышел далеко за пределы региона и окутал тысячи населенных пунктов страны. Сообщения о задымленности приходят с самых разных уголков. К сожалению, не обошлось и без жертв. В борьбе с огнем возле села Мугудай в Чурапчинском районе Якутии погиб мужчина. Он сгорел вместе с трактором, на котором работал. Задействованного в борьбе с огнем добровольца настиг верховой пожар. Надо понимать, что безопасность людей на пожаре – это главное условие при работах по тушению. И здесь ответственность и руководителя тушения пожаров, и руководителя непосредственно тех ведомств, которые проводят работы по тушению пожаров, очень велика. Особенности это касается добровольцев, людей, которые не обладают профессиональными знаниями по тушению пожаров. На борьбу с пожарами были брошены все силы. Специализированные ведомства, армия и простые люди. С пожарами в Якутии боролись более 26 тысяч человек и 1300 единиц техники. Одной авиации было задействовано 52 воздушных судна и вертолетов и самолетов разных типов. Они участвовали в тушении, переброске сил, патрулировании и в искусственном вызывании осадков. В тяжелое для республики время якутяне проявили лучшие человеческие качества и солидарность. В непростых условиях, объединив усилия, мы смогли выдержать сложнейшие испытания. Подобная трагедия не могла пройти бесследно. Чтобы все это не повторилось, в Якутии в следующем году на борьбу с лесными пожарами выделили 1,6 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в предыдущие года. Кроме того, федеральный центр увеличивает численность сотрудников парашютно-десантной пожарной службы на 184 человека. Но что важнее всего, история этого бедствия показала, что несмотря на все разногласия, объединившись, люди способны справиться даже со стихией. Юрий Осипов, Айтал Колесов, Якутия. День за днем. Но в борьбе с лесными пожарами переломной стала битва за село Бяскёль горного района. 7 августа огонь перебрался с лесополосы на жилые дома. Уничтожен стихией целый микрорайон. Тогда без крыши над головой остался 191 житель. Наш корреспондент Мадина Халикова следила за ходом восстановления села. Это было 7 августа. Где-то до обеда же, в 11 часов дня. Все сгорело за какие-то полчаса. Эта территория все сгорела. Кирилл Иванов вспоминает тот день, когда огонь с лесного пожара перебрался в жилые дома в селе Бяскёль. Местные власти объявили эвакуацию. Людей вывозили в пункты временного размещения в райцентр. Целый микрорайон у лесополосы отстоять не удалось. Через несколько часов в горный район прибыл глава республики Айсан Николаев. Руководитель региона общался с каждым лично. Заверил, дома восстановят. Сейчас главная задача, которая стоит перед правительством в части Бяскёля, в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру села, построить жилье людям. По поручению главы правительства организовала оперативный штаб по восстановлению села Бяскёль, который возглавил вице-премьер Дмитрий Бердников. В обозначенные сроки, а это 15 октября, нужно сдать все 34 дома. Помощь шла со всей республики, поддерживали погорельцев люди даже из самых отдаленных районов. Оказываем адресную помощь, которая необходима жителям. Заготовку дров также производим. Ребята также восстанавливают ферму, которая была утрачена в ходе пожара. 20 августа, спустя почти 2 недели после пожара, подрядчики забили первые сваи. Из Якутска в Бяскёль поставляли материалы и домокомплекты. Работали в территории 9 организаций, задействовали в восстановлении более 200 строителей. 28 сентября первый дом передали семье Савиных. Глава республики Айсан Николаев вручил ключи новоселам. Это здание возвели менее чем за 6 недель. И, конечно же, я вижу счастье и радость жителей Бяскёля.
Бяскюля, и тех, кто вот сегодня въехал, и тех, кто в ближайшее время уже въедут, они вот все благодарят за ту помощь, которая им оказана. Они говорят, что мы не чувствуем себя одинокими, мы чувствуем, что вся страна, вся республика вместе с нами. Затем каждую неделю ключи передавали сельчанам. Сначала 5, потом еще 14 семей переезжали в новые дома. В них есть все: газовое отопление, санузел, проведен свет, подключен высокоскоростной интернет. 15 октября все 34 дома ввели в эксплуатацию, а 18-го устроили большой праздник для всех. Там и вручили оставшиеся ключи 14 семьям. По линии Минсельхоза жителям возместили технику и утраченную живность: кроликов, кур, поголовье скота. Построили еще 8 коровников для частных подворий. А это большой животноводческий комплекс в селе Бяскюль. Его восстановили в кратчайшие рекордные сроки, и строители сдали его почти на 5 дней раньше намеченных планов. Предприниматель разместился на 1100 квадратных метров. Здесь более 100 голов крупнорогатого скота, и, как вы видите, они уже сюда тоже заселились. Кроме того, предприниматель хочет расширяться и своими силами возвести еще один блок к своему комплексу. Вот как-нибудь следующий год планирую второй, но не такой, а второй блок. Своими силами постараемся построить. Первые суровые морозы в горный район пришли в середине ноября. На неделе температура опускалась ниже 40 градусов, но построенные по современным технологиям дома из МХМ-панелей выдержали это испытание. Конечно, счастливы. Сразу кратковременное время сейчас построили такой дом. Не ожидали такого сразу в короткий срок построить наш дом. В ноябре навестить новоселов приехал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава республики Айсан Николаев. Гости прибыли с подарками к семье Дмитриевых. Тебя как зовут? Да? Учишься? А где учишься? В школе? В каком классе? В первом? Первый год в этом пошел. Нравится? В Бяскюле в планах построить школу и досуговый центр. Тогда село совсем не будет отличаться от современного европейского поселка. Мы должны еще здесь эту работу завершить. Здесь должна быть построена школа, должен быть построен досуговый центр. Мы тоже поторопим наших коллег из федерального правительства, чтобы они эту работу выполнили. Но в целом людям есть где жить к морозам. И когда мы стояли здесь, вы помните, на пепелище, и через 2 месяца уже должны были морозы начаться, то, в общем, эта задача выглядела очень непростой. Сейчас я могу сказать о том, что она решена. А задача действительно оказалась невыполнимой. 2780 квадратных метров жилья возвели менее чем за 2,5 месяца. И на каждый дом гарантия 3 года. Постсдаточный период будет длиться всю зиму. То есть будем смотреть, мониторить, отслеживать. Но в целом все довольны. Дома теплые, дома экологичные. И все коммуникации работают хорошо, люди довольны. Допустить такой трагедии, что произошла в Бяскюль, нельзя, поэтому к пожароопасному сезону в Якутии начнут готовиться весной. Финансирование кратно увеличили при поддержке федерального центра. Сегодня у нас кратно выросло финансирование следующего года по как раз лесопожарным мероприятиям. Уверен, что мы сейчас должны провести большую организационную работу. Это и набор дополнительных штатных единиц авиадесантной службы, это и закупка техники, это и правильная подготовка плана тушения пожаров. Ну и самое главное, мы должны провести работу по профилактике лесных пожаров по весне, чтобы людской фактор минимизировать. Битва за Бяскюль стала переломной в борьбе с лесными пожарами, поэтому изменены подходы к защите лесов в условиях перемены климата. Тем не менее, Якутии нужно быть готовой к не менее жаркому лету. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Артем Алексеев, Владимир Павлов. Бяскюль, горный район, день за днем. Продолжим сразу после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. В 2021 году здравоохранение республики уверенно шагнуло в существующие реалии. Система смогла успешно подстроиться под быстро меняющиеся стандарты ковидной эпохи и сосредоточиться на других сферах оказания медицинской помощи. Продолжит тему Саргалана Неустроева.
Я поручаю правительству в срок до 1 февраля разработать и внести мне на утверждение проект стратегического указа главы республики в сфере здравоохранения Якутии на период до 2025 года. Нет ничего важнее, чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 год в республике Саха-Якутия годом здоровья. Объявление уходящего года годом здоровья было закономерным. Столько вызовов, брошенных системе здравоохранения республики, требовали незамедлительных действий. И это не только про борьбу с коронавирусом. Постепенно Якутия станет центром передовой медицины на Дальнем Востоке. Всего за 2021 год было открыто 2 центра амбулаторной онкологической помощи. Введено 6 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Еще 19 начнут свою работу в следующем году. Стартовало строительство 5 объектов здравоохранения по программе модернизации первичного звена. И это не считая закупки новейшего оборудования и специализированной техники. А уже в следующем году будет введен крупный кардиологический диспансер. Ход работ на этом объекте в течение года был на особом контроле. Ведь новый кардиоцентр станет одним из лучших не только в федеральном округе, но, возможно, и в стране. Задача правительства, которую я ему ставлю, это добиваться от федерального Минздрава выделения как раз квот на проведение высокотехнологических операций здесь у нас в Якутске. Сейчас пока только 100 где-то получается здесь на территории республики по федеральной квоте операции проводить. Я считаю, что мы должны их проводить уже до 1000. И это вполне по возможности будет нового кардиоцентра. Продолжается строительство и онкологического диспансера. С вводом этих объектов жителям республики больше не придется лечиться за пределами региона. Более того, помимо оказания высокотехнологичной медицинской помощи, оба центра обеспечат республике и большое количество рабочих мест. Оба объекта крайне важны для населения республики. Стройка идет полностью по графику, и мы уверены, что в установленные сроки объекты будут вводиться. Конечно же, сегодня уже поставлена задача не только строительства, не только оснащения, но уже и кадрового оснащения этих объектов. А это очень большие объекты. У нас на онкологическом диспансере будут работать свыше 1000 человек только медицинского персонала, на кардиодиспансере свыше 300 человек только медицинского персонала. Прорывной в этом году стала и хирургия в области офтальмологических заболеваний. Так, в ноябре врачи Республиканской офтальмологической больницы впервые провели операции по замене хрусталика детям с диагнозом врожденная катаракта. Ранее таким юным пациентам приходилось выезжать за пределы республики. Сейчас же наша офтальмология имеет все условия для проведения подобного рода операций. Все это стало возможным благодаря современному оборудованию, которое больница получила за счет средств региональной программы развития здравоохранения. Это наркозный аппарат, это аппарат ИВЛ мы получили, это новый офтальмологический комбайн. Это мы провели небольшой ремонт нашего подразделения здесь, чтобы детям было комфортно. Если вы обратите внимание, в этой палате есть и туалет, и душевая, то есть комфортное пребывание для мам с их детьми мы создали здесь в больнице. Все перечисленное лишь малая часть того, чего удалось добиться системе здравоохранения республики в этом году. И несмотря на то, что Якутия большой и холодный регион, чья большая часть территории – это непроходимая тайга, республика продолжает добиваться поставленных задач и делает выводы. Нельзя не вспомнить и о науке. Развитие ее за последнее время просто стремительное. Только за последние несколько месяцев ученые запустили самый мощный в мире нейтронный реактор. Провели десятки морских экспедиций и разработали несколько вакцин от коронавируса, эффективность которых признана и за рубежом. Сегодня, подводя итоги года науки и технологий, расскажем о значимых событиях, которые прошли у нас на территории региона. Чем представители научного сообщества закрывают этот год, ну и, конечно, о вкладе Якутии в развитие отечественной науки. Год науки и технологий для научного сообщества Якутии была насыщена на крупные мероприятия, одним из которых можно отметить визит президента Российской академии наук Александра Сергеева. Для якутских ученых это стало уникальным шансом напрямую рассказать о возможностях развития науки в регионе. Действительно, ученые переживают за то, что они не могут
весь тот потенциал, который у них есть, и реализовать именно для получения новых результатов и для того, чтобы наука стала такой реальной движущей силой экономики. Тогда Александр Сергеев сообщил, что Якутия – это уникальный регион, где можно развить любое направление современной науки. Вторым важным событием для якутских ученых стала победа на конкурсе грантов на получение финансирования от Федерального центра для закупки современной техники. Центр коллективного пользования – это структура, которая объединяет ведущие современные приборы, которые необходимы для проведения научных исследований. И в результате очень такого жесткого конкурса конкуренция была очень сильная, и вот наш Федеральный исследовательский центр выиграл этот конкурс. В рамках выигранного гранта в течение 3 лет Центр коллективного пользования при Якутском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук будет оснащен новейшим оборудованием на общую сумму свыше 73 миллионов рублей. Это позволит повысить качество выполняемых научно-исследовательских работ как фундаментального, так и прикладного характера, в том числе расширит спектр услуг, оказываемых промышленным и производственным предприятиям республики. Третьим важным событием стал форум о значимости университетов в геостратегическом развитии территории России, который прошел в рамках визита президента Российской академии наук, где также обсудили вопросы поддержки молодых ученых. Мы на данном этапе сейчас разрабатываем программу поддержки научной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых до 2024 года. В которой будем указывать, какие основные проекты, какие основные мероприятия должны проводиться и на что должно выделяться финансирование именно для того, чтобы увеличивать количество остепененных молодых исследователей. Вместе с тем, год науки связали с развитием технологий, ведь сегодня они действительно тесно связаны. Так, в рамках этого года региональное министерство инноваций завершило 3-летнюю программу проекта по подключению социально значимых объектов Якутии к глобальной сети интернет, что в последующем даст толчок не только развитию сел и городов, но и развитию региональной науки и экономики. И по поручению президента страны Владимира Путина дано поручение в самое ближайшее время создать в регионе инновационно-научный технический центр. Сейчас создана рабочая группа, которую возглавляет Сергей Алексеевич Местников. Мы пригласили коллег из Минэкономразвития Российской Федерации. Будет проведена такая проектная сессия. Пригласили университет Северо-Восточной Федеральной Академии наук, наши научные учреждения Сибирского отделения РАН, технопарк Якутии, вот как раз молодых ученых, наши стартапы. Как же должен выглядеть будущий НТЦ? Это, в принципе, знаете, такой местный Сколково. Также по поручению Владимира Путина по всей стране должны создаваться 15 научно-образовательных центров, один из которых будет располагаться на территории Якутии и будет называться научно-образовательный центр «Север», территория устойчивого развития. Здесь, по словам главы государства, должны объединиться наука, образование, производство в один комплекс. В итоге они должны привести к развитию не только арктические регионы страны, но и отдельные территории России. Нам необходимо объединять усилия для того, чтобы максимально полно развивать исследования в этой зоне страны, которая критически важна в целом для развития экономики, социальных условий жизни в Арктике. И важным завершающим мероприятием Года науки и технологий стало первое выездное научное заседание по вопросам научно-технологического обеспечения развития арктической зоны России с международным участием. В результате нашего выездного заседания мы подготовили и протокол, и коммюнике, которое будет основой для дорожной карты, которую мы будем все вместе выполнять. И по итогам этого выездного заседания было принято общее решение о создании консорциума, а руководителем, координатором программы по изучению и развитию Арктики был выбран Якутский научный центр. Это было связано с тем, что у ученых нашего региона больше опыта и работ по данному направлению. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Георгий Григорьев, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем. Ну и транспортная доступность республики в этом году пережила настоящий строительный бум. Было сдано рекордное количество дорог, построены мосты, отреставрированы аэропорты. Итоги развития транспортной инфраструктуры в этом году изучал Сергей Михедов.
Эх, дороги, еще 5 лет назад этой фразой из знаменитой песни можно было охарактеризовать общее состояние дорог Якутии. Ямы, трещины и ухабы – это лишь малое из зол. Многие участки федеральных и региональных дорог попросту отсутствовали, и когда их построят, никто конкретного ответа дать не мог. Все кардинально изменилось в 2018 году с появлением национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. За 2021 год по этому нацпроекту отремонтировано и построено 280 километров федеральных, региональных и дорог на территории Якутска. Только в столице по нацпроекту ПКАТ привели в нормативное состояние более 48 километров дорог. Начали капитальный ремонт центральной улицы города, проспекта Ленина. В результате через 2 года вдоль главной дороги Якутска появятся новые скверы и площадки, светодиодное освещение и велосипедные дорожки. А в целом по Якутии за год отремонтировали и построили 500 километров дорожного полотна. Вместе с дорогами установлено более 25 тысяч погонных метров уличного освещения на республиканских дорогах вдоль 9 населенных пунктов. Большие силы направлены на строительство мостов в Якутии. В уходящем году построены 10 сооружений в Амгинском, Кобяйском, Чурапчинском и Устьянском районах. Кроме того, положительное заключение получил проект мостового перехода через реку Вилюй в районе Верхневилюйска. Это первый из 4 запланированных сооружений. Нельзя не сказать и о начале строительства крупнейшего в регионе инфраструктурного объекта – Ленского моста. К слову, на 2022 год запланированы те же объемы – 500 километров дорог, из них 250 федеральные и 250 по нацпроекту ПКАТ. В том числе в Якутске построят и отремонтируют 34 километра. В целом в авиасекторе Якутии произошло много позитивных изменений. Остановимся на основных из них. В регионе до 2024 года будет обновлено 9 взлетно-посадочных полос. Реконструкция 4 из них полностью завершена в текущем году. В аэропорту Якутска ВПП открылась 17 августа. Открытие полосы на полную длину изначально планировали на октябрь, но в итоге строительно-монтажные работы завершили за 3 месяца. Теперь воздушная гавань может принимать все виды самолетов, в том числе широкофюзеляжные. В октябре в Якутии открыли полосы в Алекминске и Нерюнгри, где до конца следующего года продолжится строительство нового аэровокзала, склада горюче-смазочных материалов, аварийно-спасательной станции. Строительство ВПП аэропорта Чульмана также завершилось в рекордно короткие сроки. Впервые в России всего за 11 месяцев реконструировали полосу протяженностью 3 километра 600 метров. Кроме того, грунтовую взлетно-посадочную полосу в этом году сделали в арктическом населенном пункте, селе Жиганск. Работы продолжаются в 3 километрах от действующего аэропорта Мирного, где также построят современный аэровокзал на 300 пассажиров в час. Сама полоса будет длиной 2860 метров и шириной 44 метра, со стоянками для 18 воздушных судов. Также в уходящем году начато строительство полос с искусственным покрытием в аэропортах Нюрбы и Черского, завершением в 2023 году. И еще одно событие, которое, безусловно, порадовало якутян, это включение Якутии в федеральную программу субсидированных перелетов. Благодаря ее реализации многие жители республики смогли слетать в Москву и Санкт-Петербург по низким и очень выгодным тарифам. А общий объем средств по программам субсидирования авиаперелетов в регионе в 2021 году составил 2 миллиарда рублей. По 14 внутрирегиональным маршрутам от райцентров арктических районов до Якутска перевезли 4,5 тысячи пассажиров. Кроме того, по внутрирайонным маршрутам в 23 районах республики перевезли 18 400 пассажиров. Здесь субсидировали до 70% экономически обоснованного тарифа. По магистральным маршрутам, это как раз таки из Мирного, Якутска и Нерюнгри в Москву и Санкт-Петербург и обратно, субсидируемыми авиаперевозками воспользовались 126 тысяч жителей Якутии. На эти цели направили 1 миллиард 400 миллионов рублей. К слову, уже известно, что программа будет продолжена в следующем 2022 году и смогут воспользоваться еще больше якутян. Ну и в завершении еще немного цифр. В целом в 2021 году на развитие транспорта и дорожного хозяйства Якутии из бюджетов разных уровней было направлено более 34 миллиардов рублей. В следующем году эта цифра вырастет до 40 миллиардов. Поэтому будем ждать еще больших достижений в транспортной сфере в новом 2022 году. Ну а сейчас небольшая реклама, не переключайтесь.
Ну а мы продолжаем программу. По итогам 2021 года в Якутии построено 50 социальных объектов. В их числе рекордные за последние 5 лет 11 школ и 10 домов культуры. Причем не только в крупных городах, но и в отдаленных арктических селах. В регионе строятся дома по программе переселения. На обманутые дольщики получают ключи от долгожданных квартир. По объемам ввода регион сегодня на 2-м месте по Дальнему Востоку. И обеспечение качественным и доступным жильем населения республики – одна из приоритетных задач. С какими итогами завершился строительный год в Якутии, в материале Ульяны Шагиной. Этого дня люди ждали более 7 лет. И только в этом году 48 обманутых дольщиков Северной строительной компании получили ключи от долгожданных квартир. Это стало возможным благодаря замене застройщика, который за максимально короткие сроки осуществил мечту тех, кто потерял уже надежду на ее исполнение. С 2013 года, как я вступил в долевое строительство, мне обещали в 2015 году в декабре ввести в строй. И вот, наконец-то, в 2021 году, в декабре, наконец-то дождался. На сегодня в реестре проблемных объектов регионального фонда обманутых дольщиков 7 проблемных домов, в том числе нашумевший долгострой по улице Кальвица, 18. По 4 объектам уже реализуется на сегодняшний день механизм публично-правовой кампании. На сегодня мы находимся на стадии подготовки проектно-сметной документации. По объекту Кальвица ожидаем решения наблюдательного совета о способе восстановления прав дольщиков. Между тем, радостное событие для тех, кто запланировал жить в комфортных условиях в частном секторе. В столице началась реализация масштабного инвестпроекта по строительству индивидуальных жилых домов. Так, уже в следующем году на базовом переулке в Якутске вырастет целый скандинавский поселок из известных якутянам МХМ-панелей. Таких проектов у нас будет появляться сейчас много. В городском округе город Якутск, я думаю, что не в такой близости к центру, но по основным магистралям мы такие участки сейчас будем отводить и также организовывать индивидуальную жилищную застройку в таких правильных, сразу уже организованных со всей инфраструктурой коттеджных поселках. По итогам 2021 года в Якутии ведут почти 600 тысяч квадратных метров жилья. По объемам ввода регион на 2-м месте среди субъектов Дальнего Востока. Комплекс мер, направленный на активизацию жилищного строительства, сработал. И это единственный способ сбить рост цен на жилье. Но в Якутии строится не только жилье. Мы рады, что у нас новый детский сад. В этом году в Якутии введено 50 различных социальных объектов, в том числе образовательных. Строит Якутия и в отдаленных арктических районах. Так, в сентябре школа-сад на 120 и 75 мест появилась в селе Харьялах Оленёкского района. Я всегда считал и считаю, что наши дети, вне зависимости от того, живут ли они в отдаленном арктическом селе или живут ли в столице республики, они должны иметь условия для получения образования одинаковые. Я очень рад, что сегодня в Оленёкском Харьялахе, на слеге Кирбе, построено такое замечательное красивое здание школы-сада по всем современным требованиям. И, конечно же, я уверен, что появление такой хорошей материально-технической базы даст толчок развитию в целом образования Оленёкского района. Современное образовательное учреждение сегодня – это не только новое здание. Вводимые школы укомплектованы всеми возможностями для качественного образования. Примером может служить Актемская школа-сад, построенная в рамках нацпроекта образования. Красивое здание по типу современных частных школ сегодня является примером того, каким должны быть учебные заведения в Якутии. Большая пришкольная территория с газоном, современная столовая, да и ремонт в суперсовременном стиле. Мечта любого ученика и педагога. Еще один кабинет – это кабинет кулинарии, где девочки смогут научиться готовить, научиться кулинарным азам, а также печь в такой духовке различные блюда. Между тем, главным событием уходящего года в сфере образования, конечно же, стала новость о том, что Якутия получит субсидию из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ в размере более 2 миллиардов 800 миллионов рублей. На эту сумму будет отремонтировано почти 60 объектов образования. Ульяна Шагина, Иннокентий Соловьев, Якутия. День за днем.
Ну а к 2026 году, к своему 50-летию, Нерюнгринский район должен стать одним из лидеров на Дальнем Востоке по уровню комфортной среды. Такая цель была обозначена в указе главы республики Найсена Николаева. Для ее реализации в ближайшие 5 лет району предстоит большая работа. Но с какими событиями был ознаменован год, уходящий в Южной Якутии, в следующем материале наших коллег из Нерюнгри. К завершению 2021 года Нерюнгринский район подходит с позитивными новостями. Объем добычи угля увеличивается благодаря развитию инвестиционных проектов угольных компаний. Так, в 2021 году компания «Колмар» добыла 12 миллионов тонн коксующегося угля. В апреле этого года торжественно открыли еще одну шахту «Восточная Денисовская». Кроме этого, шахта «Денисовская» выполнила годовой план уже в конце октября. Продолжается модернизация объектов здравоохранения в Нерюнгринском районе. Значимыми событиями в этом году стали установка ангиографа и магнитно-резонансного томографа, запуск пилотного проекта «Онкопоиск», ремонт операционного блока больничного комплекса, оснащение новым оборудованием поселковых больниц. Инициировали мы совместно с Министерством здравоохранения и момент, когда Министерство здравоохранения будет предусматривать ежегодно в своем бюджете 10 миллионов. Для того, чтобы по подобию программы «Земский доктор», которая распространяется только на сельские поселения, непосредственно наш район будет выделяться 10 миллионов в год, по выделению 1 миллион рублей каждому врачу, который приезжает на территорию нашего района. Это вот 10 врачей, из расчета 10 врачей в год. Большим событием для района стало открытие в ноябре взлетно-посадочной полосы аэропорта. Обновленная полоса длиной 3600 метров сможет принять без ограничений любые типы воздушных судов. А в следующем году в Нерюнгри будет готов аэровокзальный комплекс, и нерюнгринцы в полной мере смогут оценить все достоинства международных стандартов. В этом году, благодаря, на самом деле, слаженной работе огромного коллектива, удалось ввести в строй взлетно-посадочную полосу Нерюнгри. И мы выполнили свое обещание. С 1 ноября нерюнгринцы смогут отсюда улетать и в центральные районы, и в Якутск. Это огромное, на самом деле, достижение. Нерюнгринцы первыми в Якутии приняли участие в акции «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология» и на практике приступили к компенсационному лесовосстановлению. Так, сотрудники организации «Якутуглересурс» в местности Налды произвели посадку леса впервые еще в августе прошлого года. За 2 года в урочище Налды засажено порядка 2000 гектар. В рамках федерального законодательства арендаторы должны компенсировать причиненный ущерб лесному фонду, то есть сколько арендатор, угольщик это или золотодобывающая компания, сколько гектар вырубила, столько гектар должна посадить. На территории района продолжается возведение жилых домов для переселения из аварийного жилья. Идет строительство нового городского квартала «Р». В этом году Нерюнгринский район принял участие в конкурсе «1000 дворов», по итогам которого в проект вошли благоустройство 7 территорий района. Реализация проекта начнется в следующем году. В этом году продолжилось благоустройство дворов и обустройство новых общественных пространств во всех поселениях. Также прошли ремонты дорожно-уличной сети и внутриквартальных проездов. В целом, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, 2021 год прошел для Нерюнгринского района под руководством нового главы вполне успешно и с хорошими показателями. Ирина Кичигина, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Итоги 2021 года подвели мои коллеги в Ленске. Район по-прежнему лидер в реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Но не только этим 2021 год запомнится ленчанам. Все подробности у Анны Кожевниковой. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, жители и гости республики! О ярких событиях Ленского района в уходящем году расскажу вам я, Анна Кожевникова. Самой значимой и масштабной стала в уходящем году реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Среди всех улусов Якутии Ленск имеет самый большой ветхий жилфонд. Это 2100 квартир. Ленск работает на опережение, занимает лидирующие позиции по исполнению федерального проекта среди всех населенных пунктов республики. В этом году расселили 306 аварийных квартир. За счет другой федеральной программы улучшили свои жилищные условия 36 молодых семей. В этом году из бюджета района на эти цели выделено 23 миллиона рублей.
Глобально изменилась в 2021 году и работа общественного транспорта. Благодаря передаче автобусных перевозок районной администрации увеличилось количество выходов автобусов по маршрутным линиям и пополнился автопарк. Улучшается не только качество жизни, но и качество питания жителей Ленского района. В этом году запущено местное производство сыра в ведущем сельхозпредприятии «Батамайское», которое снабжает ленчан молочной продукцией уже не первый год. Закуплено племенное поголовье крупнорогатого скота. Жизнь на селе, надо отметить, тоже становится более комфортабельной. Ежегодно крупные суммы выделяются на ремонт домов, в том числе установку электроотопления и сантехнического оборудования. Так, в этом году Нюйский наследник дополнительно к районной субсидии выделил из своего бюджета 1,5 миллиона рублей. В Северной Нюи запустили новую котельную. Помимо этого, в нескольких населенных пунктах построены водоочистные станции. Успешно ликвидируется и цифровое неравенство. Почти все села Ленского района сегодня имеют высокоскоростной интернет. Из казны района на подведение оптоволокна выделено более 14 миллионов рублей только в этом году. Не обходят стороной и образование. В Талоне завершили строительство школы. Этого события талонцы ждали 25 лет. Большую часть финансирования взяла на себя районная администрация. Это 254 миллиона рублей. Следующее на очереди заречное село Натора. Грандиозная стройка развернулась и в городе. Приступили к возведению школы искусств на 360 учеников. Здание обойдется районной казне в 220 миллионов рублей. Не забывает муниципалитет и про образовательные и спортивные объекты. В этом году произведена реконструкция лыжной базы. На ремонт из школ и детских садов выделено 82 миллиона рублей. Привлекают и спонсоров в лице нефтегазодобывающих предприятий. Недропользователи активно задействуют и городские власти. В этом году по инициативе главы города была запущена программа поддержки онкобольным. Да и в целом Ленск преображается, появляются новые арт-объекты и места отдыха. Администрация города Ленска активно принимает участие в федеральных программах по благоустройству. Так, благодаря общим усилиям нефтегазодобывающая столица Якутии приобретает облик современного города. Это были самые значимые новости уходящего года. Удачи, процветания, а главное – здоровья всем жителям республики в 2022 году. Оставайтесь на нашем канале, мы продолжим буквально через 1 минуту. Продолжаем подводить итоги. Не крушить и ломать, а сохраняя, улучшать. Благодаря национальным проектам получить федеральную поддержку на благоустройство может любой город страны. 2021 год также пора изменений и облика столицы республики. За этот год в Якутске произошло достаточное количество мероприятий по преображению и благоустройству города. Об итогах благоустройства Якутска за прошедший 2021 год смотрите в сюжете Надежды Саханской. Дорога перемен – путь ухабистый и сложный, но если перемены необходимы, то стоит продолжать путь. Так, с сентября этого года в столице нашего региона стартовала крупная кампания по ремонту дорог. Реконструкция проспекта Ленина будет длиться вплоть до 2023 года. Вообще, этапность работы у нас предусматривается контрактом. Это значит на 21, 22 и 23 годы на 2, соответственно, этапа, вводных этапа. Считается. Это первый этап, это у нас вот 21-22 год, протяженностью порядка 1,8 километров, это вот улицы Кулаковского до здания Лорпа. Второй этап это у нас 23 год, это у нас оставшиеся участки от улицы Кулаковского, Красноярова и от Лорпа до улицы Хабарова. Мы должны завершить их к концу 23 года. Раз, два, три! Тем временем на объездном шоссе ремонтные работы наконец завершены. 4 полосы со строительного рынка и до Вилюйского тракта с новым и безопасным покрытием успели запустить до конца этого года. Дорога у нас стала 4-полосной, с освещением, с разделительным барьером, с велосипедной дорожкой, с тротуарами. То есть, соответственно, полностью соответствует всем требованиям, которые предъявляются к дорогам такого класса. Многочисленные работы тем временем продолжаются и в других частях столицы республики. На месте будущего микрорайона «Звездный» в квартале «Воинская часть» полным ходом идет строительство 7 многоквартирных домов. В общей сложности здесь планируется возведение 66 жилых объектов.
В ближайшие годы в этом микрорайоне будет построено более 260 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого будут возведены спортивные сооружения, школы и детские сады. Такое масштабное строительство стало возможным благодаря тому, что Якутия, одной из первых по регионам России, получила одобрение по инфраструктурным бюджетным кредитам. Будет большой эффект экономический, да, потому что это будет, конечно, рабочие места. Ну и понятно, что социальная инфраструктура, которая будет строиться на эти деньги, это тоже новые рабочие места и, безусловно, новое качество жизни. Не остаются в стороне энтузиасты. Идея по преображению города дизайнера Петра Андреева нашла достаточное количество откликов среди горожан. Он планирует расширить сеть городских каналов, которые, по его словам, можно сделать судоходными. Однако пока идея находится только на стадии разработки. Ну, тут надо сформировать, получается, запрос от жителей. Вот. Надо как-то жителей подготавливать к этому. В среднем раз в 5 лет эта тема поднимается в том или ином виде, но что-то все глохнет. Вот. Но я дал именно вот визуализацию того, как этот канал мог бы существовать и как бы он мог выглядеть. Но, конечно, на этом благоустройство города не завершается. В республике активно разворачивается деятельность проекта «1000 дворов». Это преображение около 120 городских, придомовых и дворовых территорий. Дворы в Якутии должны постепенно стать не просто проходными зонами, но и маленькими общественными пространствами. Дополнительно будет отремонтировано еще 30 дворовых территорий, существующих в нашей программе, поэтому все это дело будет синхронизировано. Муниципальная, республиканская и федеральная программа. В результате это позволит в этом году отремонтировать 75 дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Преображение будет комплексным. В программе предусмотрели освещение, озеленение, безопасные покрытия для детей, зоны для игр и занятий спортом. Что касается самого Якутска, здесь уже реализуется муниципальная программа «Мой двор». Такая совместная реализация местного и федерального проектов позволит благоустроить еще больше территорий. 2021 год – только начало в истории преображения столицы республики. Знаковые места и облик города обязательно изменятся, но продолжится эта история уже в будущем, в 2022 году. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Пандемия продолжается, но это не мешает возвращению спорта в прежнее русло. Так, в республике в 2021 году было проведено более 300 спортивных мероприятий. Вместе с этим, по предварительным данным, 46% населения систематически занимается спортом и физической культурой. О главных событиях в мире якутского спорта и достижениях якутян в 2021 смотрите в материале Власия Сергеева. В 2021 году из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру было отменено множество соревнований, включая старты международного уровня. Якутия не стала исключением. Так, из запланированных 450 мероприятий было проведено 312 стартов. Одними из самых значимых соревнований стали чемпионаты и первенства России по кикбоксингу, которые Якутск принял в апреле. Участие в турнире, являвшемся отборочным этапом на чемпионат мира, приняло порядка 380 спортсменов из более 40 регионов страны. Отметим, что Якутск стал первым городом на Дальнем Востоке, которому доверили провести главный российский турнир по кикбоксингу. Я думаю, выбор пал на нашу республику в связи из-за того, что вот последние 10 лет наши спортсмены из нашей республики стабильно входят в сборную команду России по кикбоксингу, успешно защищают честь России на международных соревнованиях. Самым масштабным стартом в 2021 году стала спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчары», которые принял Горный Улус. Участниками Якутской Олимпиады стали 1568 спортсменов из 40 команд. Масштабный форум не остался без внимания спортивного руководства страны. Так, «Игры Манчары» посетили министр спорта России Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков. По итогам визита ими было отмечено, что в республике уделяется большое внимание национальным видам спорта и что масс-рестлинг имеет перспективы на попадание в программу Олимпийских игр. На сегодняшний момент свыше 50 национальных федераций объединены в одну международную федерацию масс-рестлинга. Поэтому мы думаем, что с перспективами масс-рестлинга все в порядке. Мы обсудим в ближайшее время дорожную карту с
Международной Федерации, каким образом мы можем оказывать содействие по продвижению масс-рестлинга в олимпийскую программу. Якутяне традиционно успешно выступили и на выездных стартах. В 2021 году якутские спортсмены завоевали 92 медали на всероссийских и международных соревнованиях, включая 68 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград. В числе самых значимых достижений победа Сарданы Трофимовой на чемпионате России по марафону, триумф Сергея Фролкина на чемпионатах России и Европы по масс-рестлингу, первенство Матрёны Наговицыной на чемпионатах России, Европы и мира, а также бронзовая медаль чемпионата мира по вольной борьбе Ариана Тютрина. Но самую значимую награду из числа якутских спортсменов в текущем году завоевала Степанида Артахинова. Лучница по итогам выступления в миксте взошла на 3-ю ступень пьедестала Паралимпийских игр в Токио. Скажу, что я, конечно, в протяжении 9 лет шла к золоте, да, но завоевала бронзу, и этому тоже очень рада. Достижение результатов решающую роль играют условия для тренировок. В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» было приобретено спортивное оборудование и инвентарь учреждениям спортивной подготовки, а также оказана финансовая поддержка на сумму 5 миллионов 930 тысяч рублей. На территории училища Олимпийского резерва был построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект включает в себя хоккейную коробку с искусственным покрытием для тренировок по футболу, беговую дорожку на 200 метров, площадку для стритбола и тренажеры. Стоят очень серьезные индикаторы к 2024 году. Это 55% систематически занимающихся по стране, а к 2030 году 70%. И посредством именно вот таких быстро возводимых спортивных сооружений мы должны создать условия для населения шаговой доступности. Этим летом, насколько мы знаем, открыто очень много спортивных площадок для детского и дворового спорта. Открыто вот наш ФАКОТ. Я думаю, это послужит хорошим стимулом для достижения этих индикаторов. В республике продолжается работа по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. Одним из основных двигателей в этом плане является физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне». В 2021 году региональным оператором было проведено 13 мероприятий, по итогам которых 1456 человек получили золотые знаки отличия. Важно быть в физической форме всегда, когда бы это бы не было и в какое время бы это не было. Считаю, что вот это движение ГТО позволяет нам и всей нашей стране поддерживать себя в физической форме и быть активными, и любить спорт. В 2022 году для якутских болельщиков и спортсменов главными спортивными событиями станут спортивные игры народов республики, которые в первых числах июля примет Усть-Алданский Улус, а также международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Впереди новые старты, а значит, нас ждут новые победы и достижения. Власий Сергеев, Владимир Павлов, Артем Алексеев, Якутск. Ну а завершим наш выпуск самыми интересными и позитивными новостями 2021 года. Моя коллега Марфирина Алексеева собрала топ самых удивительных и позитивных фактов и событий. Я передаю ей слово. В текущем году Якутия побила свой рекорд по киносборам. Он составил 56 миллионов рублей. До этой суммы рекорд составлял 44 миллиона в 2019 году. О достижениях якутских кинематографов писали самые известные мировые СМИ. Вспомним самые громкие достижения нашего кино. 2 якутских фильма попали в топ-15 лучших российских фильмов по версии Esquire. Фильм «Нучча» Владимира Мункаева и кино «Ит» Дмитрия Давыдова. Также фильм «Нучча» стал обладателем награды за лучшую режиссуру 32-го открытого кинофестиваля «Кинотавр» и гран-при конкурса «East of the West» в международном кинофестивале в Карловых Варах. Фильм «Вертолет» Михаила Лукачевского стал победителем фестиваля «Киношек», а актер Айтал Степанов, сыгравший главную роль в фильме «Рядовой Черин», получил специальную награду жюри Варшавского кинофестиваля. А вот главный приз российско-британского международного кинофестиваля «Сифа» в Сочи получил якутский фильм «Тыгын Дархан» режиссера Никиты Аржакова. Фильм «Надо мной солнце не садится» режиссера Любови Борисовой стал лучшим в отдельной программе из стран БРИКС на 52-м индийском международном кинофестивале в штате Гоа. И это далеко не все достижения наших кинопроизводителей.
Наш топ-10 не могут не пополнить новости о животных, случайно забредших или найденных якутянами. Так, настоящий переполох и внеплановый выходной жителям поселка Джибари-Кихая устроила белая медведица Томпа. Преодолев 1000 километров от берега Северного Ледовитого океана, она вышла к людям 11 мая текущего года. Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь еще не захаживал. На следующий день ее отловили и отправили в Москву. В начале ноября экзотического розового фламинго нашли в Ленском районе недалеко от Чаяндинского месторождения. Неравнодушные люди отогрели и приютили птицу в офисе местной столовой. Дали имя Гриша. Ветеринары предположили, птенец отбился от стаи. В Ленске Гриша пробыл 2 дня, затем его перевезли в Мирный. Экзотическую птицу временно поместили в природном парке «Живые алмазы Якутии». Наш третий топ – портрет эвенской девочки из фотопроекта «Мир в лицах» Александра Химушина разместят в главном холле в штаб-квартире Совета Европы во французском Страсбурге. В своем фотопроекте Александр представил все коренные народы Российской Федерации. Одно фото Россия принесла в дар Совету Европы. Этим портретом оказалась именно наша эвенская девочка. Совет с радостью принял фото и решил разместить его в холле своей штаб-квартиры. Ну а теперь немного о загадочном. В начале 2021 года администрация города Верхоянска получила загадочное письмо с вложенной купюрой $1 от жителя Соединенных Штатов Америки. Он написал: «Привет, Верхоянск, я Томас Эрл Райт, гражданин Соединенных Штатов. Отправляю $1 с просьбой положить в банк города». Загадочный инвестор попросил держать конверт запечатанным и не обменивать доллар на российские рубли. Следующая новость – трогательная и романтическая история одной пары. Умилила пользователей соцсетей. Санитарка Якутской клинической больницы Юлия Иванова отправилась работать в красную зону. Не выдержав разлуки с женой, ее супруг Владимир за 2 месяца выучился на младшего медбрата и пошел в медицину вслед за любимой. Владимир и Юлия состоят в браке уже 4 года. Пусть красная зона – место далеко не романтическое, супруги поддерживают друг друга на рабочем месте. Топ номер 8. Начинающий рэпер из Нерюнгри покоряет интернет. 2 года назад Даг Бабадиев переехал в Санкт-Петербург, где и начал свою карьеру музыканта. Сейчас его инстаграм насчитывает более 124 тысяч подписчиков, YouTube – 99 тысяч, а в ТикТоке у рэпера 252 тысячи поклонников. Его трек «Крузак 200» взлетел в топ российских чартов, а клип набрал 18 миллионов просмотров в Ютубе. Пацаны в теме, тут не забывай, не забывай, не забывай. Наш топ пополняет уникальная новость о том, что в 2021 году жители Якутии смогли увидеть самое большое число астрономических явлений на территории России. Так, 10 июня впервые за полвека якутяне наблюдали за кольцеобразным затмением Солнца. Кольцеобразная фаза затмения Солнца в России была видна с территории Якутии и Чукотки. Второе за год затмение якутяне наблюдали 19 ноября. Частичное лунное затмение можно было лицезреть на протяжении 3 часов. Это лунное затмение стало самым продолжительным с 15 века. Ну и наш топ-10 самых позитивных и интересных новостей 2021 года я посвятила Году матери. Глава республики Айсен Николаев объявил 2022 год Годом матери. Илдархан отметил, что у народов Якутии в суровом климате мать всегда была источником тепла и душевного спокойствия. А вот и интересная и удивительная история. 6 декабря мать-героиня Айталина Максимова родила 14-го ребенка. Новорожденную девочку родители назвали Милана. Теперь в семье 8 мальчиков и 6 девочек. На этом все. Желаю, чтобы в вашей жизни было нескончаемое количество самых интересных событий и хороших новостей. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно таким мы увидели этот год. Следующий год объявлен главой Якутии Годом матери. Илдархан подчеркнул, что в счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Берегите себя и своих близких. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. С Новым годом!